Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Начинаем нашу консультацию по вступительному испытанию иностранный язык в профессиональной сфере. Позвольте представиться, меня зовут Юсупова Юлия Рустемовна, я являюсь доцентом кафедры межкультурной коммуникации и перевода. В настоящее время исполняю обязанности заведующего этой кафедрой. Наше испытание проводится для тех, кто поступает на базе среднего профессионального образования, то есть колледжа и техникум. Форма сдачи этого экзамена, вступительное испытание дистанционное и проводится на виде тестирования теста. Всего в тесте 25 вопросов, на которые отводится 60 минут. 60 минут достаточно много, но для тех, кто поступает, для лиц, которые имеют ограничения по здоровью, и вы об этом заявили при подаче документов, время у вас будет увеличено на 1,5 часа. Если эти документы зафиксированы, автоматически у вас времени будет больше. Надо помнить, что несмотря на то, что у нас 60 минут, вроде бы много времени, время ограничено, и у вас только одна попытка. Поэтому тщательно продумывайте свои ответы на все вопросы. Максимальное количество баллов, которые вы можете получить за тест, 100 баллов. Это очень хорошо, это просто замечательно. Для того, чтобы набрать проходное количество баллов, чтобы пройти и иметь возможность участвовать в конкурсе, это 40. Надо понимать, что это может оказаться недостаточно для поступления, достаточно для того, чтобы пройти, так сказать, в конкурс, но может быть недостаточно, чтобы в этом конкурсе, так сказать, выиграть и занять соответствующее место в вузе. Поэтому, пожалуйста, сделайте максимум. Все задания в целом можно распределить по 3 основным разделам, где есть свои подразделы, того 5. Это грамматические явления, лексические и знания страноведения, то есть наличие каких-то знаний о стране или о странах изучаемого языка, который вы сдаете. Как нам нужно сдавать? Значит, первый вход в систему осуществляется по логину и паролю, который вы получите на свою электронную почту. Убедительная просьба: проверяйте все папки, включая папку спам, потому что были в прошлые годы неоднократно случаи, когда ребята не находили эту информацию, потому что письмо почему-то попадало именно в папку спам, они ее не видели и пропускали время экзамена. Пожалуйста, это проверьте. После первого входа в свою учетную запись по паролю, который у вас будет выслан, вам система предложит поменять пароль на свой, и все последующие посещения сайта, все последующие заходы, все вступительные испытания вы будете проходить под своим уже паролем. Перед каждым экзаменом нужно обязательно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет видно ваше лицо и главный разворот вашего паспорта с фамилией, именем, отчеством и фотографией для идентификации вашей личности. Пожалуйста, проверьте, чтобы на фотографии было отчетливо видно и ваше лицо, и те данные, которые на развороте страницы в паспорте имеются, то есть ваше фото и ваше имя, фамилия и отчество. Помним, что время, отведенное на экзамен, ограничено. Всегда за этим следите. Сильно торопиться не надо, но при этом за временем нужно следить. Итак, как дальше нужно сдавать? Как пользоваться этим логином и паролем? Для этого вы должны зайти в свой личный кабинет. Вот условно здесь у нас стоит Анатолий, здесь будет ваше имя. Значит, находите в меню вкладочку «Абитуриент», нажимаете, и среди выпавших вариантов находите нормативные документы. Нормативные документы, вот они у нас открываются, вы их открыли. Далее ищем, после расписания вы видите, значит, инструкция о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. Можно открыть ее на сайте, но рекомендуется ее скачать. Вот здесь вот видите, да, где галочка стоит, у нас можно нажать и скачать себе, что время от времени еще раз ее прочитать, и вне зависимости от наличия доступа к интернету вы могли знать, что и как вам делать. Теперь посмотрим, когда точнее мы сдаем. Значит, чтобы узнать свое расписание, можно было зайти из личного кабинета, да, мы видим с вами, здесь вот можно было зайти, у нас есть расписание вступительных испытаний для бакалавриата и специалитета, вот они здесь есть, или можно зайти
через сайт приемной комиссии https://abiturbo.spu.ru, нажимаете вкладочку «Бакалавриат» и «Специалитет». Далее выпадает достаточно большое количество информации, вы ее пролистываете, и вот после стоимости обучения вы видите расписание вступительных испытаний. Значит, кликаете на расписание, и выходит табличка. Табличка, вам нужно найти вступительные испытания после среднего профессионального образования, вы нажали. Эта табличка не будет никаких выделений. В этой табличке вы ищете вот в левой колоночке иностранный язык в профессиональной сфере. Здесь мы для удобства выделили его желтым цветом. Конечно, на сайте этого не будет. Да? Значит, и смотрим по горизонтали. Значит, 22 июля это сейчас время нашей консультации. Значит, здесь мы смотрим, значит, доступ к экзамену вам будет открыт 23 июля, если вы подали свои документы с начала приемной кампании 20 июня по 20 июля. Значит, доступ будет открыт с 10 утра до 10 вечера, но вы помните, что тест длится час, поэтому последнее время захода в программу для выполнения теста будет 9 часов вечера. Если по уважительной причине, которую вы обозначили приемной комиссии, не можете сдавать 23 июля, то вам назначается сдача в резервный день, это 25 июля, но обратите внимание, времени там будет меньше, то есть времени доступа оно с 10 утра до 5 вечера, и, соответственно, время последнего захода в программу будет 4 часа дня. Да. Соответственно, точно так же час длится тест. Если вы подали документы позже, с 21 июля и до 12 августа, то день сдачи вашего вступительного испытания будет 17 августа. То есть у вас доступ откроется именно в этот день с 10 утра, также до 10 вечера. Время последнего захода в систему 9 часов вечера, чтобы успеть выполнить тест. Резервный день для таких абитуриентов 20 августа. И также, как в предыдущий резерв, время с 10 утра до 5 вечера. Опять же, время последнего захода для того, чтобы выполнить тест, это 4 часа дня. Как найти и посмотреть в программе, что нужно? Можно выйти с этой странички, видите, здесь есть кликабельная ссылочка, можно сразу перейти на программу, размещенную на сайте, или можно зайти отдельно, также через сайт приемной кампании abiturbo.spu.ru. Также заходите на бакалавриат специалитет, и среди выпавших вкладок находите программу вступительных испытаний после среднего профессионального образования. В списке этих программ находите программу вступительных испытаний «Иностранный язык в профессиональной сфере» на базе СПУ. Как выглядит программа? Здесь не все странички, здесь сокращено, там страниц побольше, ну, чтобы на слайд поместилось. Вот первая страничка, вторая, и тут немножечко из других страниц, видите, здесь пропущено немножко. В требовании к вашему электронному устройству те ограничения, которые действуют во время экзамена, пожалуйста, внимательно прочитайте, чтобы у вас не было нарушений, да, что вы не имеете права, чтобы результаты вашего вступительного испытания не поддавались сомнению. И далее, собственно говоря, перечень тех разделов, которые входят в основу тестирования. Да? Значит, здесь сокращено, более подробно будет расписано все, что входит в грамматику, морфологию и синтаксис. Далее в лексику, то есть тот лексический минимум выпускника среднего образовательной организации, включая тех, кто заканчивал организацию среднего профессионального обучения. И страноведение двух стран, где английский язык является основным, ну и Великобритания как родина английского языка, США как второе по величине государство, да, которое использует английский язык как родной. Оба варианта английский, британский и американский английский принимаются. Что нужно знать? Ну, основные разделы, наверное, про достопримечательности какие-то, местонахождения, природные особенности, какие-то основные города, очень известные праздники, события, которые происходят в стране в настоящий момент, могут понадобиться, известные люди, как выстроено образование определенным образом. Это не такие, чем больше вы знаете, тем лучше, но достаточно того уровня, который входит в знание выпускника средней общеобразовательной организации, школы или колледжа или техникума.
В принципе, все это совпадает с тем списком, который предъявляется выпускникам школ, да, которые по ЕГЭ, сдают ЕГЭ, там этот список подробно есть. Все то же самое, если вы сдаете не английский язык, а немецкий язык. Давайте посмотрим, как выглядит наш тест примерно. Значит, у вас будет тестовое задание закрытого типа. Что это значит? Это значит, что вы сами ничего не вписываете, вы только выбираете из имеющихся вариантов ответов. Да, ну, например, вот первое задание у нас, естественно, мы видим страноведение. То есть, что является национальной эмблемой Великобритании. Да? Вам нужно выбрать, какой это из этих вариантов, A, B, C, D или E. The tiger is the national emblem of Great Britain. The elephant is the national emblem of Great Britain. The lion is the national emblem of Great Britain. The rose is the national emblem of Great Britain. The unicorn is the national emblem of Great Britain. Выберите один правильный ответ. Или вот, например, второе задание, видите, это синтаксис. Да, у нас поставить союз. As though it is getting late, I suggest и так далее. As, because, despite, as if и тому подобное. То есть вот такого типа заданий. Всего 25. Поэтому времени достаточно. По 2 минуты с лишним на каждый вопрос. Я думаю, что это вполне неплохо. Задание на немецком языке выглядит примерно так же. Да? То есть что мы видим? Mein Auto ist. И нужно поставить so alt wie dein Auto, so alt als dein Auto, so alt, alt als dein Auto. Значит, по союзам. Далее можно посмотреть, что у нас еще здесь есть. Вот, например, знание каких-то слов лексики. Да? Лошади запряжены цугом. Немецкое слово «цуг» означает, что означает дорога, сброй, поезд, шествие. Или давайте грамматику, что мы проверим. Вот, например, у нас третий вопрос. Der Stephansdom ist die Kathedrale von Wien. Sind die Kathedrale, bist die Kathedrale. Да? То есть, опять же, нам нужно выбрать грамматическую форму. Второе задание на лексику. Ich bleibe mein Auto hier stehen. Ich mache mein Auto hier stehen. Ich lasse mein Auto hier stehen. То есть, нужно выбрать этот вариант. Какой-то из этих вариантов, точнее. То есть, все то же самое. Значит, помним, у нас с вами 60 минут. По каким учебникам готовиться? Ну, по тем учебникам, собственно говоря, по которым вы проходили обучение в вашей организации, или по учебникам, которые изучают иностранный язык в средней общеобразовательной организации в школе. В первую очередь, конечно, это авторы Афанасьева, Дули, Михеева, Эванс, авторы комплекта Spotlight или английский в фокусе. То есть сам учебник, очень хорошо тренироваться по тестовой книжечке, тест-буклет по 11 классу, учебник за 10 класс, 11. Это, наверное, самый удобный вариант для английского языка. По немецкому языку тоже есть список определенный, не обязательно те же годы, которые здесь указаны. В базовых вопросах эти учебники не изменились. Поэтому, если у вас вот этот старый учебник есть, более старые, это неплохо, они не сильно изменились. Более новый тоже хорошо, но, опять же, те вопросы, которые входят в тестирование, не сильно поменялись, за исключением некоторых страноведческих вопросов. Что там, да, в Великобритании король сейчас другой, в Германии канцлер, соответственно, иной, да, руководит страной. Вот это может поменяться, а все остальное фактически то же самое. Итак, если у вас возникнут вопросы какие-то, то в день нашей консультации, это 22 июля, вы можете мне написать на почту. Вот она представлена здесь выше. Видите, да, Юлия Юсупова, Яндекс.ру. Или написать мне на WhatsApp 8 917 34 59 154. Только не забудьте представиться, написать, что я абитуриент, у меня есть вопрос по вступительному испытанию, иностранный язык, профессиональной коммуникации. И дальше уже формулируйте вопрос, чтобы ваше сообщение тоже не было отсечено у меня системой антиспам. Если у вас нет доступа к этим источникам, то есть вы не можете написать, у вас нет интернета и так далее, вы можете, если был бы интернет, можно еще поискать, вдруг у меня будет занят так телефон, кто-то будет звонить или писать. Значит, можно на сайте поискать информацию в тех же вкладках, о которых мы с вами уже говорили, или
позвонить, если нет доступа к интернету, по горячей линии в приемную комиссию. Да, телефон у вас внизу 8 347 287 9999. Вам обязательно ответят на ваш вопрос. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Я желаю вам удачи и с удовольствием буду увидеть уже вас, наших абитуриентов, в рядах уже наших студентов. До свидания.